Диагностические исследования на бруцеллез и туберкулез крупного рогатого скота ветеринары начали с Сухумского района. Ранее специалисты провели совещание с главами администрации сел о том, что у сельчан, которые реализуют молочные продукты на колхозных рынках, должны быть проверены коровы на бруцеллез и туберкулез. Стоит отметить, что бруцеллез может иметь острое, хроническое или бессимптомное течение. Больше всего к болезни предрасположены взрослые особи. С инфекционным недугом трудно бороться. Коровы от бруцеллеза не умирают, но снижают продуктивность. Они быстро заражают остальное поголовье. Но самое главное, они могут заразить и человека. Хроническое заболевание серьезное, которое передается от коров человеку при употреблении молока, молочных продуктов. И потом человек всю жизнь потом страдает. Чтобы не допустить, значит, заражения человека, мы проводим ежегодную эту профилактическую процедуру с целью выявления больных животных на бруцеллез. Даже первый сыр, это самая опасная эта вещь, творог, это самые опасные эти продукты, потому что там бруцелла не погибает. Кипячение убивает бруцеллез, в смысле бруцеллу, а остальные виды сырое, прочее, все это молоко, оно попадает в организм, и человек заболевает. По плану в Сухумском районе предусмотрена сдача до 200 проб крови крупного рогатого скота, чье молоко и молочные продукты реализуют на рынках. Ответы анализов на бруцеллез будут готовы на следующий день после сдачи. А пробу, поставленную на скотине на наличие туберкулеза, через 72 часа ветеринар посмотрит. В случае припухлости животное больное. Но пока что случаев заболевания крупного рогатого скота туберкулезом в республике не зафиксировано. Но несколько лет назад в Гагарском районе были выявлены случаи заболевания коров бруцеллезом. Так как эта болезнь у животных не лечится, коровы были отправлены на утилизацию. Поэтому специалисты призывают владельцев скота вовремя проводить диагностику. Я призываю население отнестись к этому серьезно. И беспрепятственно мы должны эту процедуру провести. Списки жителей, которые сдают на реализацию молока и молочных продуктов, у нас есть. Главы администрации нам предоставили. И эту процедуру мы будем продолжать в течение года. Не то, что сейчас весенний период, в основном мы возьмем туберкулизацию сделаем, и в осеннем тоже вторую туберкулизацию будем делать. А на бруцеллез, на исследование крови, мы сделаем только сейчас весной. Анна Ятумян уже много лет реализует молоко и молочные продукты на рынке. Женщина отмечает, что ей важно знать, здоровы ли ее коровы, и потому ежегодно их диагностирует. После войны я занимаюсь, молоко продаю, сыр продаю, и всегда анализы сдаем, всегда приходят уколы, все мы делаем. Сами тоже боимся, нам тоже же это очень важно узнать. Я боюсь, мы сами тоже кушаем, дома кушают все дети, так что нам тоже это надо. Диагностические исследования на бруцеллез и туберкулез крупного рогатого скота проводятся бесплатно. После Сухумского района мероприятие продолжится в Гулрыбском. Альга Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.